Эфир абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Бадрагунба поручил восстановить авиасообщение с Псху к сентябрю. Я купаюсь и гуляю. Тоже мне так нравится. В Абхазию на отдых приехали семьи погибших в СВО из Курской и Белгородской областей. Как проходит туристический сезон в Новом Афоне, заполняемость отелей, отзывы, впечатления отдыхающих. ВАК презентовал фильм о народном инструменте абхерса. К сентябрю этого года должно быть налажено авиасообщение с селом Псху. Такую задачу поставил президент Бадрагунба командующим ВВС Абхазии Адгуру Гумба. Решить данный вопрос глава государства пообещал на встрече с жителями высокогорного села 13 июля. Чтобы авиасообщение было бесперебойным, Бадрагунба поручил отремонтировать 2 самолета Ан-2 до конца августа. Президент отметил, что государство изыщет для этого средства. Ориентировочная сумма около 5 миллионов рублей. Уважаемый профессор Наблазата Глазаш Рейцатору, Аймадара Дары Чуду, Адуллах вчера министр вертолет в архипротоха, Дары Афва Чуду, Убреганышала, Ванзи Рымаз самолет, Ванзва проекту Ипарос, Глазаш Чуду, август, сентябрь и твой Алшара Хацапу. Семьи погибших в специальной военной операции второй день, как в Абхазии. Их разместили в пансионатах республики на берегу моря, чтобы живописная природа и теплый морской бриз хоть ненадолго отвлекли их от суровой реальности. Программа реализована по поручению президента республики Бадрагунба. Как приняли гостей и какие у них впечатления, узнавала Аэлита Рутинян. Неподдельные эмоции, искренняя радость гостей, приехавших в нашу республику. Ведь Абхазия – это страна души, где теплое солнце, комфортный климат и гостеприимный прием оставляют только хорошие впечатления. Я купаюсь и гуляю. Тоже мне так нравится. Что еще тебе здесь нравится в Абхазии? Нравится, что тут вкусная еда. Понравилось море. Когда я ныряю, там много рыб, красивых камней, ракушек. В одном из пансионатов Абхазии разместилась делегация из Курской области, в состав которой входит 50 человек. Здесь многодетные семьи и семьи с усыновленными детьми. Еще 50 человек из Белгорода разместили в Пицунде. Сегодня в Курске и Белгороде непростая ситуация. Их семьи потеряли самых родных людей, и поддержать их то малое, что может сделать маленькая Абхазия для большого братского народа. В первую очередь мы общаемся с регионами. Мы писали приглашение, письмо на имя губернатора, и уже куряне и белгородцы, объединившись, собрали эту группу, которую прислали к нам в Абхазию. Самое главное хочу отметить во всем этом мероприятии, это показать поддержку абхазского народа, даже не абхазского государства, а именно народа, поддержку Российской Федерации детям из России. Астамурлогу напомнила о поддержке России нашей страны в непростой для нее период, а именно во время Отечественной войны народа Абхазии. В таком же возрасте примерно, когда у нас была Отечественная война в 1992 и 1993 году, точно так же радушно нас принимали регионы Российской Федерации, народ России поддерживал и помогал. Я привел пример, что мне было 6 лет, когда я оказался в Карачаево-Черкесии, и первый класс я ходил именно в городе Черкесск, а потом вернулся в Абхазию. Мы это никогда не забудем, для нас это очень близко, и по этой причине в любом случае всегда, чем мы можем поддержать наших друзей, союзников, братский нам народ российский, мы всегда будем поддерживать.
Семьи ждет насыщенная экскурсионная программа. Они смогут побывать в Рицинском национальном парке, Новоафонской пещере, Сухумском ботаническом саду и не только. Все для того, чтобы отвлечься от суровой действительности и хоть на время забыть горести, которые им пришлось пережить. Надеюсь, что программа будет насыщенной и она им понравится. Пока, как минимум, никаких нареканий нет. И мы каждый день говорим, что любое ваше пожелание вы можете обратиться к каждому из нас. Мы все исправим или добавим в программу что-то новое. В пансионате, где проживают гости из Курска, созданы все условия для хорошего отдыха. Здесь также организовано трехразовое питание. Давайте заглянем в одну из комнат и посмотрим, как живут наши гости. Как вы видите, здесь есть все необходимое для наших гостей. Уютное помещение, уютные кровати. Все для того, чтобы наши гости знали, что о них здесь заботятся. Абхазия и Россия – две дружественные страны, готовые оказать поддержку друг другу в непростое время. Организация данных приемов – очередное тому подтверждение. На сегодняшний день мы реализовываем вот эту программу. Мы, конечно, готовы и дальше сотрудничать, развивать это направление. Еще раз повторюсь, это наш ответ на всю ту поддержку, которую нам оказывала Российская Федерация. И мы считаем, что мы должны это делать. И очень надеюсь, что еще больше детишек посетят Абхазию. Просто это вот первый проект, который сейчас реализуется. Война – тяжелое испытание для любого человека. И народ Абхазии, переживший трагические события 1992 года, хорошо понимает боль и чувства этих людей. Именно поэтому важно сделать их отдых незабываемым. Вместе можно пережить любую беду. Аэлита Арутюненко, Мила Джопуа, Абхазское телевидение. Ключевые направления партнерства в области защиты населения и территории обсудили в Москве главы МЧС России и Абхазии Александр Куренков и Лев Квициня. Между чрезвычайными ведомствами России и Абхазии налажен постоянный обмен актуальной информацией по линии оперативных дежурных служб. Центры управления в кризисных ситуациях сотрудничают более 10 лет. Я очень рад вас приветствовать в Москве. Хотел бы лично поздравить вас с переназначением на должность министра по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия. В МЧС России вас знают много лет как опытного и профессионального руководителя. Благодаря вашим усилиям между чрезвычайными службами России и Абхазии выстроено эффективное взаимодействие. Ввиду крепких дружеских отношений ежегодно Абхазию посещает большое количество российских туристов, и даже в том числе и я там бывал. Вот, и не раз, как турист. В этой связи республика всегда на особом счету для МЧС России. Наличие общей границы требует от нас слаженных действий, направленных на снижение рисков при чрезвычайных ситуациях. При этом необходимо учитывать специфику в работе специальных служб из-за сложного горного рельефа Абхазии и российского приграничия, а также особенности южного климата. Для развития эффективного взаимодействия между спасательными службами наших стран создана необходимая нормативно-правовая база. Она включает в себя договор о взаимной помощи между нашими странами, а также межправительственные соглашения о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, для решения проблемных вопросов и двустороннего взаимодействия существует формат Российско-Абхазской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее состав формируется из представителей руководящего состава и профильных подразделений, исходя из тематики соответствующей повестки. Также хочу отметить, что между нашими службами осуществляется постоянный обмен актуальной информацией по линии оперативных дежурных служб на основании регламента, подписанного в 2014 году. Информационное взаимодействие позволяет своевременно планировать превентивные мероприятия, снижая возможные негативные последствия чрезвычайных ситуаций. Однако в целях совершенствования механизмов реагирования на них предлагаю рассмотреть возможность актуализации существующего регламента. С точки зрения тонкости, возможно, нужно что-то еще просмотреть, пробежаться. В завершение хочу отметить, что Российская Федерация с благодарностью относится к оказанной Республике Абхазия и Министерством по чрезвычайным ситуациям поддержки регионов России. Это бесконечное спасибо. Лев Константинович, вы знаете, я вам уже много раз говорил, но и лишний раз лишнего раза не бывает. Огромное спасибо. Искренне рад нашей сегодняшней встрече, а также возможности обменяться мнением относительно нынешнего состояния взаимодействия
между спасательным ведомством Российской Федерации и Республики Абхазия, определение перспектив его развития в будущем. Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить вас, уважаемый Александр, с присвоением вам звания генерал-полковник. Желаю вам успехов во всех начинаниях от души. Вот уже без малого 2 десятилетия спасательное ведомство двух наших стран тесно взаимодействуют друг с другом в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. И все эти годы МЧС России оказывал и оказывает на всяческую помощь и содействие. Это за что мы очень благодарны вам, уважаемые коллеги. Огромное спасибо. Безусловно, сегодня перед нами стоят новые задачи. Время требует новых подходов в их решении. Однако неизменным остается характер наших взаимоотношений, основан на искренней дружбе и профессиональной взаимопомощи, стремление совместно решать поставленные задачи. Уверен, так будет и впредь. Спасибо вам большое, благодарю за внимание. Жители Абхазии и Южной Осетии с российским гражданством, еще не получившие паспорт России, теперь могут обратиться за ним, не выезжая за пределы республик. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, такая возможность будет доступна до 1 августа 2028 года. Правительству поручено установить порядок выдачи и замены паспорта лицам, попадающим под действие указа. Бадрагунба встретился с командой КВН «Нарты» из Абхазии. Представители нашей страны стали победителями во встрече выпускников КВН, состоявшейся в Екатеринбурге 20 июня, обыграв команду «Четыре татарина» и сборную «МАИ». Президент Абхазии поздравил участников с очередной яркой победой и отметил значимость их творческого пути для всей республики. Члены команды поблагодарили президента за оказанную поддержку, которая позволила им принять участие во встрече выпускников КВН. «Нарты» из Абхазии – это, если я не ошибаюсь, самая титулованная команда за всю историю клуба «Веселых и находчивых». Вы олицетворяете абхазский юмор, абхазскую культуру, самобытность, и все это выражено в очень интересном жанре, в жанре, который любят миллионы людей, и в этом смысле мы гордимся командой «Нарты» из Абхазии. Это своего рода бренд. Благодарю вас за все, что вы сделали для нашей республики, для популяризации нашей республики. Знаю, что в 2009 и 2010 году в соответствии с указом президента Сергея Васильевича Багапша несколько человек из команды были отмечены высшей государственной наградой. Знаю, что еще несколько человек остается неотмеченными. Я решил исправить это упущение. Мною подписан указ о награждении ордена Махцапша несколько представителей команды. Мы вами гордимся. Желаем вам успехов. Волнения, которые возникли у нас за кулисами, они были непередаваемы, потому что это было действительно как в первый раз. В то же время приятно. И вот когда мы вышли на сцену и увидели 5000-ный зал, который скандировал «Абхазия», «Нарты», мы еще ничего не показали, но нас уже приняли на большом уровне. Эмоционально это было на пике где-то, поэтому для нас эта игра, конечно, многое нам дала, воспоминания и яркие эмоции. Я бы хотел, Бадр Разраевич, вас поблагодарить. Огромное вам спасибо. Мы хотим поблагодарить и Тимура Михайловича, то есть благодаря вам состоялся этот наш выезд в город Екатеринбург, где практически ежегодно проводят встречу выпускников. Каждый год там приезжают разные команды. И как вот Тимур говорил, спустя 10 лет действительно мы на большую сцену не выходили 10 лет. И это были волнения, наверное, юношеские, но и плюс ответственность за всю страну. Конкурс среди 3 команд, естественно, нам хотелось выиграть, и у нас это получилось. Если там говорить за наши какие-то первые шаги, да, с Воронежа еще, да, было сложно. Просто репетировали и достойно представляли нашу страну.
за пределами республики под абхазским флагом. Это было еще в те времена, когда мы были, будучи непризнаны, когда мы, вот, Вианор не даст соврать, когда там со всеми за каждую букву боролись, чтобы там говорили не Сухуми, а Сухум. Через много трудностей прошли. Спасибо, что сегодня как бы вы нашли время и сегодня вот представили нас к этим званиям. Это очень приятно. Спасибо большое. Присоединяемся, конечно, ко всем словам благодарности. В вашем лице, как президента республики, и вашей команде за вот такую вот поддержку. Ну что, всегда сложно сконцентрироваться на одном. В принципе, на своей функциональной обязанности. Приехать, увидеть и победить. У нас это получилось. Мы добыли эту победу для нас, для всех. Она наша общая, и Таву Пидудзена. И за поддержку всеобщего нашего, всего многонационального народа. Еще раз говорю, это наша общая победа. Указом Бадры Гунба за большие заслуги в области искусства, новаторства жанра КВН в Абхазии, пропаганду национальной тематики, колорита, орденом Махицапша третьей степени награждены участники команды «Нарты» из Абхазии. Тимур Аршбам, Дамир Чамба, Роланд Бганба, Теймураз Квипискири. Орден Теймураза Квипискири был передан Теймуразу Таня, поскольку он не присутствовал на встрече. В Абхазии разгар туристического сезона. В Новом Афоне заполняемость отелей уже достигла 70-80%. В городе царит атмосфера отдыха. Местные жители с радостью встречают гостей, демонстрируя истинное гостеприимство. Здесь каждый найдет отдых по вкусу. От активных развлечений до спокойных прогулок среди живописной природы. Наша съемочная группа выехала в город-курорт и пообщалась с ательерами и отдыхающими. Репортаж Шазины Ханагуа. Нежные волны Черного моря мягко омывают берег Нового Афона, приглашая гостей окунуться в атмосферу летнего отдыха. Курортный сезон здесь – это время ярких впечатлений, солнечных дней и живого общения. Каждый уголок города наполнен ожиданием встречи новых открытий, которые делают отдых по-настоящему незабываемым. Отлично, все нравится. И люди хорошие, все. Фруктов много, тепло. У нас в Калининграде холодно. Здесь все хорошо. Приехали отогреваться же. На месяц приехали. Да, прям на целый месяц решили. Да, я в прошлом году была, попала как в рай. Я сказала, если есть на земле рай, то вот здесь. В 12 часов дня наша съемочная группа приехала в знаменитую на весь мир Новоафонскую пещеру. Один из самых посещаемых объектов в республике. У кассы скапливаются очереди. Все спешат поскорее приобрести билеты и попасть в таинственную карстовую полость. Просто в восторге, потому что у меня много лет назад сестра ездила, и вот она показывала фотографию, и я специально даже хотела туда спуститься. Вот. Замечательно. Мы очень довольны. Спасибо всем абхазцам, всему государству, что такие условия создаются. И мы восхищены вашими людьми, вашим гостеприимством. И то, что очень поразило, то, что вы почитаете старших. В этом году Новоафонская пещера отметила знаменательную дату – 50 лет со дня открытия как экскурсионного объекта. За эти годы здесь встретили более 20 миллионов туристов из разных стран мира. С 1 января по 10 июля 2025 года пещеру посетили 100 тысяч человек. За аналогичный период прошлого года – 96 тысяч. В принципе, ничего не поменялось. Как бы в летний сезон мы работаем каждый день без выходных с 9, стараемся до 7, до 8, в зависимости от того, сколько людей приезжает в пещеру. В день заходит около 25-30 групп. Экскурсии в Новоафонскую пещеру комфортны и безопасны. Людей в подземный мир доставляют на электропоезде. Несколько минут езды, и перед взорами туристов открывается таинственный прекрасный мир подземного царства. По окончанию туристического сезона здесь планируют масштабные ремонтные работы по обновлению железнодорожной дороги. Уже со специалистами разговаривали, но пока тяжело сказать когда, но я думаю, что в начале 2026 года мы приступим к этим работам. В этом году закончили фасад, именно вот здесь вот правое крыло, оно оставалось, здесь его надстроили, балконы выдвинули и полностью фасад обновлен.
Немало туристов и на водопаде. Здесь они наслаждаются живописной природой и местностью. Туристы приходят сюда, чтобы отдохнуть в прохладе в разгар знойного дня, сделать красивые фотографии на фоне водного потока. Очень нравится, очень красивое море, чистая природа, замечательная. Мы когда ехали, я загадала, что обязательно попробую абхазскую лодочку. Мы это все снимали, как кушали, обязательно заказали. Очень вкусные шашлыки, мясо, выпечка вкусная. Железнодорожная станция Псырцха, одна из самых живописных и популярных среди туристов мест, вновь открыла свои двери после долгого периода запустения. Она привлекает как туристов, так и местных жителей, являясь одной из главных точек притяжения. У нас очень высокая кухня, европейская, и плюс у нас бар также есть. Хорошие коктейли, смузи, напитки. Туристы предпочитают для отдыха отели среднего и высокого класса, где организовано трехразовое питание, бассейн и развлечения для детей. Среди опрошенных и те, кто остановился с семьей в частном секторе. Абхазию выбирают на 10 дней, 2 недели или месяц. В гранд-отеле Афон 65 номеров, представлены 5 категорий, заполнено на 30-40%. В этом году немножко слабо, но мы пока списываем это на погодную условия, но сейчас стало лучше, я думаю, в ближайшее время будут еще больше туристов. Мы посмотрим, на самом деле сложно сказать. А в отеле «Грифон», который, по мнению туристов, является примером традиционного абхазского деревянного строительства с элементами современной архитектуры, заполнено 70% номерного фонда. По сравнению с прошлыми годами, конечно, не та заполняемость. Есть свободные номера. Ну, где-то, может быть, 70%, вот так вот, заполняемость. Немалое количество туристов посещают и сувенирный рынок, чтобы по завершению отдыха привезти с собой не только яркие впечатления, но и интересные сувениры. Здесь имеются изделия ручной работы, сувениры с изображением местной символики. Я смотрю сувениры своим друзьям, с которыми общаюсь. Купил уже магнитики, книжки, в которых все достопримечательности Абхазии. Открывашку, магнитик в виде велосипеда, друг велосипедом увлекается. Большой популярностью пользуются специи, абхазский чай, мед, аджика и чача. Специи придают блюдам неповторимый аромат. Абхазский чай известен своим насыщенным вкусом и полезными свойствами. Мед отличается натуральной сладостью и высоким качеством, а аджика и чача прекрасно дополняют любые застолья. Здесь есть варианты, значит, можно заказать, отсюда привезут. Вот, и мы эти контакты все взяли, обязательно воспользуемся. В этом году сезон в Абхазии начался позже, но наблюдается постепенное наращивание туристического потока. По загрузке на сегодняшний день наблюдается небольшое отставание от прошлого года, но есть надежда наверстать упущенное в октябре и начале ноября. За период с 1 января 2025 года поступлений по городу Новый Афон налогов поступило 27,7 миллионов рублей. Если брать за аналогичный период, порядка 32 миллионов рублей поступило налогов. Если брать, допустим, по комплексу Новой Афонской пещеры, как вы знаете, это один из самых, наверное, больших у нас это налогоплательщиков в городе Новый Афон. Ну, если брать по 10, точнее, июля 2025 года, сегодня у них порядка 88 миллионов рублей поступило денежных средств. Если за аналогичный период, порядка 85 миллионов рублей. Тимур Оторба также отметил, что ситуация с объектами размещения постепенно улучшается. Несмотря на позднее начало сезона, в последние 10-15 дней наблюдается положительная динамика. Если брать в целом загрузку сегодня по городу отелей, ну, я думаю, порядка от 70 до 80%, наверное, загружены наши сегодняшние места размещения. Лето в Новом Афоне – это не просто отдых, а настоящее путешествие, полное открытия и вдохновения. Каждый, кто побывал здесь, уносит с собой частичку этого удивительного уголка, желая вернуться вновь и вновь. Шазина Ханагу, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Огнестрельное оружие будут изымать при нарушении правил ношения. МВД Абхазии, согласно распоряжению вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, проводит системные рейдовые мероприятия по выявлению таких фактов. По приказу министра внутренних дел в соответствии с утвержденным планом Управления общественной безопасности совместно с Управлением уголовного розыска и УВД по городу Сухум проводят рейдовые мероприятия в городе Сухум, в
в кафе и ресторанах направлены на выявление лиц, которые получили на общих основаниях разрешение на ношение и хранение огнестрельного оружия. Однако при ношении оружия допускают грубые нарушения, такие как демонстративное открытое ношение оружия без кобуры, в заряженном и снаряженном виде. В соответствии с законом Республики Абхазия об оружии, данные лица будут подвергнуты конфискации огнестрельного оружия, они будут лишены права ношения и хранения огнестрельного оружия и лицензии на приобретение оружия. Также мероприятия направлены на выявление лиц, которые незаконно носят огнестрельное оружие. Это уже уголовная ответственность. Данные лица будут подвергнуты лишению свободы на срок от 3 до 6 лет. Данные мероприятия проходят во всех городах и районах Республики Абхазия и носят систематический характер. Не стало Элеоноры Кузьмиди, кавалера ордена Ахисепша третьей степени, заслуженного учителя Абхазии, ветерана труда и национально-освободительного движения республики. Во время Отечественной войны народа Абхазии за свои убеждения Элеонора Кузьмиди была арестована грузинскими гвардейцами и 3 месяца провела в тюрьме. Ушел из жизни человек, который был беззаветно предан своему делу, любил свою родину. Говорится в соболезновании Министерства культуры. Уход из жизни Элеоноры Кузьмиди – большая утрата для всех, кто ее знал. Абхазская культура понесла тяжелую утрату. От нас ушла Элеонора Павловна Кузьмиди. Ей было 88 лет. Она внесла огромный вклад в абхазскую культуру, воспитала не одно поколение пианистов. Много лет работала в Сухумском музыкальном училище и занималась просветительской деятельностью. Кроме музыкальной деятельности, обязательно надо отметить ее вклад национально-освободительное движение нашего народа. Она была рядом с нами во времена Эйдгалора, когда были различные выборы, и парламентские выборы. Она ездила, она объясняла политику абхазских патриотов и очень много помогала, одним словом, всегда была рядом с нами. Люди всегда ценящие ее труд, ее вклад в нашу культуру, в наше национально-освободительное движение до конца сохраняют и будут сохранять уважение к Элеоноре Павловне Кузьмиди. С 20 августа начнется прием документов от желающих учиться в специальном медицинском классе. На базе Сухумской школы номер 1 дети смогут изучать анатомию, осваивать навыки первой помощи и даже моделировать сложные медицинские ситуации. Флагманский проект поддерживается Министерством просвещения России и Абхазии, Российской академией образования, а также руководством нашей страны. Занятия будут проводить учителя и методисты первой школы, которым будет оказана поддержка в повышении квалификации, чтобы дети, выбирающие медицину, получили самые передовые знания. На базе средней школы номер 1 города Сухум, это наша ведомственная школа, будет открыт предпрофильный 9 класс медицинского направления. Решение вынашивалось не первый год, это было еще решение 2022 года. Но запуск класса будет осуществляться 1 сентября 2025 года. До 20 августа будут решаться все организационные вопросы, связанные с запуском медицинского класса, с инвентаризацией необходимых вещей, инструментов. Но самое главное, мы решили вопрос преподавательского состава. Это будет педагог средней школы номер 1 Роя Ревазовна, и также преподаватель Абхазского госуниверситета, кандидат наук Теона Зурабовна Каландия. Эти 2 педагога будут вести эти профильные предметы, химию, биологию. И, конечно, для нас очень важно, что этот класс будет открыт не только для учащихся самой школы, номер 1, а еще и будет определенное количество мест для детей. Но для всех детей, без исключения, у нас будет осуществляться собеседование. То есть 20 августа будет идти прием документов, а
По завершению приема мы сделаем базовое собеседование, и уже наиболее ориентированных деток мы возьмем в этот класс. Презентация фильма о народном инструменте Абхерца прошла в офисе Всемирного абазинского конгресса. Это очередная картина в рамках проекта Амазара при поддержке фонда Экзекова, целью которого является сохранение абхазской культурной идентичности через разнообразные формы искусства. Фильм доступен для зрителей в широком формате, что позволяет глубже погрузиться в атмосферу традиционной музыки и культуры. Гунда Шоуа расскажет детали. Абхерца – это не просто музыкальный инструмент, он олицетворяет вековые традиции, передавая до нас мелодии, которые звучали в далеком прошлом. Этот инструмент, рожденный из сочетания мастерства и души, стал символом абхазской культуры, связывая поколения через звуки, пережившие века. Его мелодии рассказывают истории о героях, природе и повседневной жизни народа, отражая его глубокую связь с историей и землей предков. Презентация началась с демонстрации самого инструмента и рассказа об его истории. Создание абхерцы – это искусство, передаваемое из поколения в поколение. Мастер Василий Аруха вкладывает в каждый инструмент частичку своей души, выбирая дерево, которое лучше всего передаст звучание и характер мелодии. Каждый инструмент уникален, как голос певца, и хранит в себе энергию и мудрость предков. Присутствовавший на презентации сын мастера Денис Аруха поделился, что любовь к народным инструментам ему привил отец. Музыка, это больше духовное, наверное. Этому как-то, наверное, вот, если ты полюбил его в детстве, то этой болезнью ты будешь болеть всю жизнь. Надо воспитать музыкантов, которые будут на этих инструментах играть. И если будут музыканты, то есть потребность будет в этом, и оно тоже сохранится, все остальное. Если не будет потребности в этом, грубо говоря, то оно умрет. Фильм режиссера Сабины Харджелия раскрывает процесс создания инструмента, рассказывает, какие изменения он претерпел со временем, какие навыки требуются для его создания, придания чистого звучания и показывает, из чего он сделан. Сюжет построен так, что зритель становится свидетелем процесса изготовления инструмента с момента подбора мастером нужного материала до финальных его аккордов. Идея фильма родилась в рамках самого проекта Амазара, который уже на протяжении нескольких лет реализуется Всемирным абхазо-абазинским конгрессом при поддержке фонда Экзекова. В этом году пришла идея снять фильм в музыкальном направлении, и мы не пытаемся показать определенную инструкцию, мы скорее погружаем в мир отношения к своему делу, к ремеслу. Сегодня, в эпоху глобализации современных технологий, абхерца продолжает звучать, напоминая о важности сохранения культурного наследия и его передачи будущим поколениям. Этот инструмент не просто музыкальный артефакт, это живая связь с прошлым, источник вдохновения и символ национальной гордости. Фильм о народном инструменте будет интересен широкому кругу аудитории, от любителей музыки до исследователей народной культуры. Гунда Шоуа, Рамо Камке, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 18 июля в Абхазии ожидается небольшая облачность. Днем преимущественно ясная, жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем плюс 28-33, температура морской воды плюс 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.